Один ребенок в реанимации, еще один госпитализирован с травмой глаза. Таковы итоги двух дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории Якутска за прошлые сутки. ДТП произошли в разных концах города с разницей всего в 4 часа, рассказывает Сарглана Захарова. Первое дорожное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло в половине 6-го вечера на перекрестке улиц Чернышевского и Кулаковского. 32-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля марки Toyota Corolla совершила столкновение с автомобилем Subaru Forester. В результате ДТП травму получил ребенок, 10-летняя девочка, сидевшая на заднем пассажирском сидении Toyota. Разбившееся стекло попало в глаза ребенка, вследствие чего девочка была госпитализирована в офтальмологическое отделение. Следующее ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в районе 17-го квартала. Девушка-водитель совершила наезд на 12-летнего мальчика, который, по словам матери автомобилистки, выбежал на дорогу из-за стоящего на остановке маршрутного автобуса. Ехали в зал борьбы в сторону Петра Алексеева, Семена Данилова Богданова. Возле остановки даже, за остановкой. Уже чуть даже проехали остановку, автобус стоял, и прям мальчик выбежал. Он прямо выбежал, а у нас где-то оставалось метр. И сразу вот. А скорость ваша примерно какая была? 40-45. В результате наезда ребенка в тяжелом состоянии на карете скорой помощи госпитализировали в реанимационное отделение. 20-летняя девушка-водитель автомобиля Toyota East, следуя со стороны зала борьбы в направлении улицы Петра Алексеева, совершила наезд на 12-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть в неустановленном месте. Прибывшая на место автоаварии карета скорой помощи в срочном порядке госпитализировала ребенка с тяжелыми травмами головы в реанимацию. В настоящее время за жизнь ребенка борются врачи. По данным правоохранительных органов, мальчик страдает психическим заболеванием. Однако, как больной ребенок оказался на улице без присмотра, вызывает серьезные вопросы. Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на дороге и не оставлять детей на улице без присмотра даже на несколько минут. Ведь именно они могут стать для ребенка самыми опасными. Сарглана Захарова, Анна Жегусова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.